Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 15 пожаров, крупных пожаров не было. Значит, вчера по заявлению гражданки Христофоровой, отработали, то, что произошел пожар, но вызов в пожарную охрану не поступал. Значит, на месте обнаружены фрагменты тела, предположительно гражданина Саенко. Значит, на сегодняшний день количество пожаров составляет 104, в прошлом году 320, в прошлом году 104, гибель 18, в прошлом году 18, травмировано 17, в прошлом году 9. Работаем в штатном режиме, доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом всего планово проверено 3 объекта, внепланово 7. Составлено протоколов об административных правонарушениях 4. В отношении должностных лиц 2 и на индивидуальных предпринимателей 2. Обследовано 3 объекта. Жалоб рассмотрено 3. Продолжается проверка объектов с массовым пребыванием людей. Из зарегистрированных 136 объектов, это школьное дошкольное образовательное учреждение, где будут проводиться новогодние мероприятия, на сегодняшний день проверены все 136 объектов. Сейчас на данный момент проводится проверка торговых центров, ресторанов и объектов с массовым пребыванием людей. Также готовимся к елке главы Республики Саха-Якутия. На данном мероприятии будет всего принято 5 объектов. На сегодняшний день все 5 объектов проверены. Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста, Николай Петрович. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За неделю в городе Якутске, согласно оперативным сводкам, всего зарегистрировано 21 сообщение о преступлениях, раскрыто 16. Из них тяжких, особо тяжких 9, раскрыто 6. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 26. Это 1 грабеж, 12 краж, 3 угона, 4 мошенничества и 6 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления, 39. Из них ранее судимыми 13, женщинами 10, несовершеннолетними 2. Поступило сообщение о без пропавших 3, в том числе несовершеннолетних 2. Из них установлено без пропавших 12, 2 из которых были объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 4, также 2 из которых были объявлены в течение недели. Объявлено в розыск преступников 4, из ранее объявленных установлено 13. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 6, суицидов 3 на 3. По системе АПК «Безопасный город» выявлено 3 факта административных правонарушений, раскрыто 2 преступления. По системе «Гражданин полиция» сообщение не поступало. До отчетной недели отделами и подразделениями составлено административных материалов всего 1652. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 47 человек. На 15 декабря всего содержится 34. В изоляторе временное содержание за неделю задержано 9 человек. Из них арестовано 2, под домашним арестом 1. Освобождено 5. Также на этой неделе, то есть в субботу и воскресенье, проводили ночные рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в городе Якутске. Также выявлено 6 детей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 9 по 15 декабря на территории города Якутска также было проведено 7 массовых мероприятий, 3 из которых публичные, 2 спортивных, 1 иное, в которых приняло участие 1023 человека. На охрану общественного порядка было задействовано 22 сотрудника органов внутренних дел, 1 наряд ИТГ ОМОН Росгвардии, 4 работника ЧОП «Кристалл» и 4 работника ЧОП «Аузу». Доклад закончен. Спасибо большое. Пожалуйста. Доброе утро. Оперативная обстановка на объектах обслуживания транспортного комплекса Якутского гарнизона стала стабильной и находилась под постоянным контролем.
Значит, также у нас проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспорта, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Значит, также у нас с сегодняшнего дня проводится оперативное профилактическое мероприятие, «Нелегал 2019». Значит, за истекшую неделю зарегистрировано у нас 12 преступлений, 10 из них раскрыты, 2 направлены по подведомственности. Выявлено административное правонарушение 115, за нарушение правил поведения на транспорте 4, за нарушение миграционного законодательства 9. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 24 административных правонарушения, наложено административных штрафов 46 на сумму 46 тысяч рублей, взыскано 33 тысячи. По докладу все. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий. Из них 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых ранее получили 3 человек. 10 декабря в 7:53 водитель автомашины Toyota Новых, двигаясь со стороны улицы Новокарьерной в сторону улицы Лонгина по улице Чайковского возле дома 30, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. 11 декабря 13:15 на улице Бестужева-Марлинского возле дома номер 14 водитель Toyota Vitz, следуя по улице Бестужева-Марлинского, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево по ходу движения транспортного средства. И 13 декабря 19:54 водитель Toyota Letice, следуя по улице Петра Алексеева со стороны улицы Пояркова в сторону улицы Лермонтова возле дома номер 12, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий выявлено 1233 правонарушений, из них в отношении нетрезвых водителей 22. На спецстоянку доставлено за неделю 30 автомашин. По выявленным недостаткам улично-дорожной сети выдано 4 предписания. По линии технического надзора к административной ответственности привлечено 4 должностных лица. Доклад окончен. Мы на прошлой неделе разговаривали с вашим руководителем Сергеем Николаевичем. И он сказал, что они запросят значит, конструкцию выведения выхлопных газов в Мирном. Как они это реализовали? У вас есть информация об этом или нет? По данному вопросу, к сожалению, у меня информации пока нет. Давайте мы с вами к следующему совещанию в понедельник эту информацию посмотрим. Сергей Николаевич будет сам? Никак нет, он до 20 января в отпуске. Ясно. Тогда вы подготовьте, пожалуйста, хорошо? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 43 проверки. В ходе проверок наложено 12 штрафов на сумму 284 тысячи рублей. 4 дела передано по подведомственности в суд, 3 дела переданы в другие надзорные органы, 21 материал проверки передан в Якутскую природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в отношении индивидуальных предпринимателей, не заключивших договора с Якутской Осетией. Помимо этого продолжается работа в округах города по обращениям граждан, проводится операция «Ель», также проводятся рейды по охотничьему надзору в связи с закрытием сезона охоты на копытных животных на территории республики. Также хотел напомнить, что во вторник, то есть завтра, с 6:30 до 8 проходит семинар для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также общественных инспекторов охраны природы. Данное мероприятие пройдет в актовом зале Минсельхоза по адресу Курашова, 28. Если есть желающие, могут принять участие. У меня все. Ясно, ясно. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ за позапрошлую 49-ю неделю. В городе Якутске показатель заболеваемости на 7,8% ниже недельного эпидемического порога и выше показатель предыдущей недели на 3%. За прошлую неделю, за 4 дня прошлой недели, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 20% и выше показателя 4 дней предыдущей недели на 16%.
В городе Якутске в течение прошлой недели решение о частичном приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях принимались Мархинская СОШ номер 1, 1 класс, АИКа это 1 класс, СОШ номер 29, 1 класс и СОШ номер 22 7 вида 2 класса. Таким образом, на прошлой неделе не посещали занятия 118 детей в 4 школах города. По детским садам решение о частичном приостановлении воспитательного процесса в образовательных учреждениях номер 102 «Подснежник» с количеством детей 24. Управлением подготовлено за прошлую неделю 235 заключений по местам накопления твердых коммунальных отходов. Всего с нарастающим итогом выдано 1360 заключений по местам накопления твердых коммунальных отходов. За прошлую неделю управлением рассмотрено 20 дел об административном правонарушении в отношении 3 граждан, 6 должностных лиц, 2 индивидуальных предпринимателей, 9 юридических лиц. Назначено 10 предупреждений и наложен административный штраф на общую сумму 63 300 рублей. О ситуации по Коре. На вечер 15 декабря по всей республике зарегистрирован за вчерашний день зарегистрирован один новый случай кори у взрослого, который выявлен активно в ходе медицинского наблюдения за контактными лицами по Якутской республиканской клинической больнице. Общее количество заболевших составило 21 человек, в том числе 19 взрослых и 2 детей до 17 лет. В городе Якутске 20 случаев, в Абыйском районе 1 случай. Управлением Роспотребнадзора проводятся санитарно-эпидемиологические расследования в отношении медицинских организаций, в том числе в 2 образовательных учреждениях города Якутска. В целях проведения санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий управлением выдано 281 предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий в адрес медицинских организаций. В связи с регистрацией случаев кори отменены все занятия студентов в учебных комнатах на базе Якутской республиканской клинической больницы и детской инфекционной клинической больницы. Проведено внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Республики Саха-Якутия, решением которой Министерством здравоохранения Республики планируется приобретение 15 тысяч доз живой коревой вакцины из средств резервного фонда правительства Республики. Издано постановление главного государственного санитарного врача по Республике Саха-Якутия номер 8 о мерах по предупреждению распространения кори Республики Саха-Якутия, в котором говорится об обеспечении своевременной иммунизации детей против кори по каждому педиатрическому участку образовательному учреждению Сахатом не менее 95% в соответствии с региональным календарем профилактических прививок. Обеспечить своевременную иммунизацию против кори лиц до 35 лет, а также лиц от 36 до 55 лет включительно, относящихся к группам риска. Это работники медицинских, образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, в том числе трудовых мигрантов по каждому терапевтическому участку в прикрепленных организациях с охватом не ниже 95%. В соответствии с региональным календарем профилактических прививок. Доклад окончен. Спасибо. Так, первый вопрос по гриппу. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, как ситуация у нас? Ну, сейчас у нас идет период нарастания, да, я так понимаю. Каждую недельку будет потихоньку увеличиться. Вот сказали, там на 3% больше, чем в предыдущую неделю, да? Да, ну, Сардана Владимировна, у нас ситуация с прошлым годом аналогичная, но рост по гриппу и ОРВИ у нас неизбежен, но ожидается примерно в первой половине следующего года. Так, вот чтобы всем было понятно, еще раз, по коре, что стало причиной вот этой вспышки? Занос из-за границы. Это завоз, да? Да. Так, среди 19 взрослых, которые заболели, это все жители города Якутска, постоянно прописаны? Да. То есть они контактировали? Да, контактированных А у нас... первоначальный источник, он выяснен, да? Первоначальный источник
У нас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, но еще пока не закончилось. Понятно. Так, Павел Николаевич, значит, в указанном протоколе главного санитарного врача республики есть отдельные порученческие пункты, Павел Николаевич, для города Якутска. Павел Николаевич, значит, когда наш план будет окончательно сверстан, чтобы нам, наверное, на этой неделе надо уже подписать? До конца недели долго. Вы же понимаете, в каком мы сейчас находимся состоянии? Управление здравоохранения, пожалуйста, помогите в составлении городского плана. Управление образования, соответственно, должны вы присоединиться к этому, потому что вы посмотрели по группам риска и по возрастным группам, которые нам предписано, значит, провести. Да, доброе утро, Светлана Владимировна, уважаемый участник совещания. С прошлой недели у нас начаты все противоэпидемические мероприятия по контактным лицам. Проводится вакцинация всех ухаживающих в больницах, не прошедших вакцинацию. На самом деле ситуация по вакцинации у нас обстоит в принципе неплохо, 92% вакцинированы по календарю. Но есть, конечно, те люди, дети, которые не вакцинированы по медицинским показаниям. Эти дети уже взяты на контроль, и по поликлиникам уже проводится вакцинация. Да, первый, второй этап. Ну, по взрослому населению, которое не имеет отношения к медицинским учреждениям, нам все равно надо как бы эту работу, которая Да, конечно. в протоколе есть, провести. Хорошо. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, можете идти. Так, по автобусам. Значит, ЦДС вы здесь же, да? Шарыгин здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами в выходные разговаривали. Да. Значит, вот по поводу работы нашего с вами приложения «Умный транспорт». Вчера я была на 2 остановках: площадь Дружбы и Лермонтова. Значит, ну и как бы сверяла, как подъезжают наши автобусы по программе, и мало кто придерживается графиков. И получается, что автобусы приезжают раньше. Уезжают раньше. И разрыв довольно, ну, как бы критичный, доходит до 3-4 минут. То есть, если мы призываем наших горожан пользоваться этой программой, то люди могут просто не успеть на автобус, они уезжают раньше. Уезжают гораздо раньше. Ну ладно, если бы они, например, опережают там где-то на каких-то отрезках, например, пораньше подъезжают к остановке, но они должны постоять и подождать. У них синхронизируется то оборудование, которое внутри автобусов установлено? Не, ну, конечно, синхронизируется, да. Так, ну давайте сделаем следующим образом. Значит, Евгений Николаевич, вы, пожалуйста, найдите время, съездите, потому что то, что я вот сделала себе, я прям записала 2 странички, там, конечно, этот опоздал, этот приехал раньше, этот уехал раньше, ну, там относительно без номера. И что удивительно, я вчера на проспекте Ленина обнаружила в этом приложении 3. Это вот то, о чем нам горожане жалуются, что есть у нас автобусы-призраки на полной скорости, проезжающие мимо, да? То есть показывает, что проехала мимо 3, а физически никакой 3 мимо не проехала. Ее там быть не должно. Нет, понятно. Да? То же самое, там какой-то там 41-й или какой-то промчался якобы мимо, но на самом деле его даже нет. Один даже постоял на остановке. Более или менее там придерживается графиков 14-й маршрут, например. Ну, это то, что я увидела, но я там постояла 20 минут, там постояла 20 минут. Ну, как бы это же не делает картину. Поэтому мы с вами разговаривали, есть определенные технические там вещи, которые надо немножко подкрутить. Вы поработайте, пожалуйста, с программистами, чтобы они этого немножко наладили. Поработайте с бригадирами маршрутов и, собственно, с автобусниками, чтобы они соизмеряли. Если подъехали раньше, чтобы они постояли, подождали и двигались в соответствии с тем, как указывается в приложении. Это возможно? Возможно. А можно выездное сделать с кем-то совместно, чтобы проверить, уже Давайте, более точно конечно. картину эту понимать? Конечно, конечно. У нас есть рабочая группа, общественная комиссия, Евгений Николаевич, куда входят в том числе и жители города Якутска. Пожалуйста, вот эту комиссию привлекайте, ездите, смотрите. Но и тем не менее, я буду продолжать сама вот это вот смотреть, потому что для понимания люди жалуются. Вы видели, какое идет бурное обсуждение относительно движения. И, Евгений Николаевич, на форуме «Умный город» вы говорили с разработчиками ТУГИС
ну, 2 ГИС некоторые называют, да, которые тоже говорят, что возможно перенести, и жители города отмечают, что это было бы удобнее, потому что ТУГИСом пользуются практически все в этом городе, да, им удобно, и вроде как оно более адекватно указывает приближение или отъезд автобусов. Табло наше с вами вообще не то показывает. На табло смотреть не надо. Оно маленькое, строчки двигаются туда-сюда, значит, исчезают, появляются, показывают, что подъехал, его нет. Ну, в общем, вот так. Хорошо? Поговорите с коллегами. Спасибо. Так, служба эксплуатации городского хозяйства, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. По поручению Альберта Никандровича и Максима Карыча проведено рабочее заседание с руководством центральных электрических сетей. Это по вопросам отключения объектов электроснабжения. Договорились, что плановые работы, связанные с отключением, с ограничением подачи электроэнергии при температуре наружного воздуха ниже минус 30 градусов, не будут выполняться. При этом остановки, связанные с подключением новых потребителей по договорам техприсоединения, не будут выполнять при любой температуре, потому что это требование все-таки федерального законодательства. Вместе с тем нами предложено увеличить сроки уведомления о плановых работах ремонтных. Да? На сегодня эти сроки составляют 1-2 дня. Они через ДДС нас уведомляют. Вместе с тем мы их попросили до 10 дней увеличить. К сожалению, пока этот вопрос является затруднительным. Также по согласованию планов капитального ремонта Альберт Никандрович просил, чтобы мы согласовывались с Якутскэнерго. Они на сегодня не готовы согласовывать с нами, ссылаются на требования нормативных документов. Поэтому на сегодня такой возможности нету. В смысле, какие документы они у нас требуют? Нет, я имею в виду, что в соответствии с нормативными документами они согласуют план капремонта с Ростехнадзором, и все. Ну, с органами в местного принципе, они его самоуправления знают, правильно? Да, они Они его знают. знают, и ничего им не мешает двигаться с нами в ногу. В этом году, в принципе, не все ж плохо, там же и довольно неплохо на нескольких участках и синхронизировали работу с ресурсниками, что с газовиками, что с энергетиками. Не все так ужасно-то в нашем городе. Так, относительно минус 30 градусов, вы где-то зафиксировали это? Мы протокольно зафиксировали. Подписано всеми сторонами? С нашей стороны я подписал, и сегодня мы направим на согласование в их адрес. Как только, значит, документ обеими сторонами будет подписан, соответственно, пожалуйста, в департамент СМИ предоставьте, чтобы люди знали, Хорошо. какая работа вами проведена, и чтобы они следили, что вот при понижении такой-то температуры. Ну и по более заблаговременному оповещению граждан о плановых работах, я полагаю, что здесь надо нормативку еще посмотреть. Хорошо. Да? То есть я в ваших документах энергетических, там, газовых я не сильна, но тем не менее полагаю, что нормативка определенная должна быть. Не может быть так день-два. Обычно довольно четко прописывается, правильно? Ну, это определено инструкцией по взаимодействию с ТДДС города Якутска. В принципе, это мы предложили пересмотреть Это же сроки. наш Ну, посмотрим. Это что наш они документ ответят. совместный, правильно? Да, это наш внутренний совместный документ. Никто нам не мешает, ни Организация Объединенных Наций, ни Москва, да? Все верно. Нам же обычно кто-то мешает. Так, хорошо. Дальше. Значит, Максим Макарыч, Роман Сергеевич и вы, соответственно, мы с вами говорим о создании в городе единого оператора по техническому присоединению. Определенный электронный сервис. То, о чем мы с вами говорили и услышали от правительства Московской области на форуме «Умный город», который проходил у нас здесь в городе Якутске. У них есть очень хороший опыт, когда они помогают всем застройщикам, ну, считайте, инвесторам, которые заходят на территорию для строительства с заключением вот указанных договоров. Ну, понятно, что Московская область – это Московская область, тем не менее, они смогли на разных уровнях сэкономить там порядка более 2 миллиардов рублей. Очень хороший опыт, и, Максим Макарович, вы считаете, что нам тоже ничего не мешает это сделать, тем более на нашей последней встрече с застройщиками города, Евгений Николаевич, они очень жаловались именно вот на техприсоединение. Но для этого, конечно, вам необходимо будет выехать туда на место и ознакомиться, потому что надо будет все наши документы первичные привести в порядок, имеется в виду, видимо, ППТ, ПМТ, схемы теплоснабжения, схемы газоснабжения, для того, чтобы все это было. Да? Да. Поэтому, ну, я не знаю, наверное, в январе договоритесь, надо будет съездить, посмотреть. Я думаю, что нам это надо внедрять, все будут довольны. Хорошо.
По объектам, ну, в принципе, в рабочем порядке мы с вами отрабатываем, да? Да. Мгм, мгм. Хорошо. Жилкомсервис, пожалуйста. Доброе утро. За отчетную неделю на городской полигон, расположенный по Вилюйскому тракту, 9-й километр, принято свыше 11 тысяч кубов отходов. Сегодня работает у нас 4 потока. Обслуживают они центральный район, Тулагина и Марху. Вывозим ТКО из неблагоустроенного и частично благоустроенного фонда, мерзлые бытовые отходы. Продолжаем санитарную очистку в части вывоза жидких бытовых отходов. Так, за отчетный период было вывезено свыше 14 тысяч кубометров жидких бытовых отходов и отловлено более 100 безнадзорных животных. Так, ну, по вашему финансовому положению, Максим Макарович мне говорит, что вы должны сейчас получить от города 18 миллионов рублей. На первые расходы вам это пока хватит. Ну и в рабочем порядке мы потом обсудим тогда по текущей ситуации. Спасибо. Якутдорстрой. Доброе утро, Сергей Владимирович, доброе утро, коллеги. Предприятие, значит, за отчетный период вывезло с 9 октября порядка 186 тысяч снега. За отчетную неделю, значит, порядка 11 тысяч. На противогололедные мероприятия израсходовано порядка 9580 кубов речного песка. Сегодня в плане тротуары и центр города. Это значит по Ярославского, по Хабарова и Бакирова. Вкратце все. Так, мы с вашим главным инженером разговаривали о возможности онлайн-просмотра, где сейчас работает техника. Ну, это скорее информационный такой ресурс. Такие возможности у вас есть, правильно? Более того, вы сейчас тестируете на одной из ваших спецмашин камеры. Да, безусловно. Как они сейчас ведут себя в эти морозы? Ну, вроде нормально все. Мы пока на грейдера их ставим, в первую очередь. Мы будем продолжать работу. Ну, я думаю, что, конечно, никакой практической цели особенной для горожан это не несет, но так в качестве, чтобы они могли проконтролировать, где работает техника, потому что как только у нас снегопад, где Якутдорстрой, а так вот они на карте посмотрели все, где кто работает, достаточно, недостаточно, могут составить собственное мнение. Ну и вам, собственно, конечно, вы это осуществляете для диспетчеризации, для анализа работы, у вас это все есть. Ну вот с Донцом мы разговаривали, пожалуйста, еще раз с ним обсудите, хорошо? Спасибо. Максим Николаевич. Департамент имущественных отношений вам все передали. Жанна Викторовна, пожалуйста, ускорьте передачу документов, потому что жители очень ждут. Сергелявское шоссе, 7-й километр, Якутская птицефабрика. Там уже все готово, просто ждут, пока вы документы передадите. Ну и вы, конечно, до конца дня постарайтесь, потому что вечером уже очень темно, люди прям ждут это освещение. Хорошо, хорошо. Так, теплоэнергия. Доброе утро. Предприятие работает в штатном режиме. Замечаний по оборудованию и персоналу нет. По той задвижке, которая у вас оказалась бракованная, вы какую-то работу будете проводить? Да, есть возможность? проводится расследование. Ну, где-то к середине недели я вам доложу по итогу. У кого вы ее покупали? Восток Техторг. Ясно. Ну, задвижка откровенно китайского производства, это мы установили. Ну да, надо какие-то принять меры, чтобы в дальнейшем такого не было. Понятно, что они дешевле, и, может быть, в наличии есть, да, но тем не менее. Хорошо, спасибо. Так, управление образования. Доброе утро. Учебно-воспитательный процесс в городе идет по плану. Вот, по заболеваемости по дошкольникам 14%, 20 групп на карантине. По школьникам заболеваемость 8%, 33 класса комплекта, ну, приостановлен учебный процесс. На прошлой неделе завершили, ну, отметили, подвели итоги научно-практической конференции «Шаг в будущее». Вот, было участников 706, на республиканский уровень рекомендовано 209 работ. Вот. Вчера провели турнир среди школьников по шахматам.
Так. Сколько детишек приняло участие? Всего 21 школа. 21 школа. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Семен Иванович Матвеев, Управление социальной защиты. Доброе утро. На прошлой неделе у нас завершились мероприятия по декаде инвалидов. Прошло традиционное мероприятие «Спорт для всех» совместно с детским подростковым центром, с организацией «Солнечный мир». На этом мероприятии дети из коррекционных школ совместно с детьми с общеобразовательных школ выступают в спортивных мероприятиях. А также по новым мерам выплат для семей с детьми у нас на сегодня поступило 3379 обращений, в том числе около 1200 заявлений по первенцу. Также сейчас усиливаем работу к концу года по многодетным семьям. Завтра будет пленум городского совета ветеранов. На этом пленуме будет обсуждаться план подготовки к 75-летию Победы на следующий год. И по фонду Победы на сегодня поступило 2 440 000 рублей. Так, как решили мы, управление образования, видимо, да, как мы решили с проездом детей из малоимущих семей? С 1 января мы же будем их возить бесплатно? Подтверждающие документы, списки или у вас, Семен Иванович? Да, соглашение мы подготовили, управление образования отправили. И надеемся, что данное соглашение будет согласовано. Когда направили? Где-то 2 недели прошло. Алексей Климентьевич, пожалуйста, не тяните, потому что у нас с вами сегодня значит, середина месяца, потом праздники начнутся, а с 1 января детишки должны поехать. Как вы собираетесь это сделать, если вы соглашение 2 недели подписываете? Есть какие-то там критические замечания или что? Не в курсе? Алексей Климентьевич. Сегодня в первой половине дня мне, пожалуйста, сообщите, хорошо? Спасибо. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Динара Михайловна Уарова, Департамент градостроительства. Доброе утро. Динара Михайловна в отпуске. О, Нургун Степанович, здравствуйте. На прошлой неделе департамент работал в плановом режиме. Выявлено 12 объектов самовольной постройки. По всем объектам на сегодняшний день пока ведется проверка, сбор необходимых Итого документов. сколько у нас сейчас объектов самовольной постройки? 288 на сегодняшний день. Они растут как грибы. Это начиная с 2015 года. Ну, я понимаю, что с 2015 года, но тем не менее это наша с вами головная боль, да? Да. Угу. Продолжайте, пожалуйста. Введение в эксплуатацию 2 многоквартирных дома, участвующих в программе по переселению граждан. Это у нас в 203 микрорайоне, застройщик ДСК, и Притузово 10, застройщик ОАО «Высота». Разработан и запущен проект административного регламента по приему и выдаче уведомлений по сносу объектов капитального строительства согласно статьи 55 статьи .301. Ранее данный административный регламент не был запущен в связи с тем, что технической возможности не было. На сегодняшний день у нас техническая возможность с ЦИТом отработали в полном объеме. Сведения о уведомлении по планированному сносу объектов капитального сноса мы можем разместить в информационной системе градостроительной деятельности. Также был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом с детским садом Халтурина 22/2, в котором также планируется выкуп детского сада. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Так, агентство земельных отношений. Доброе утро. Исполнение кассового плана у нас по аренде 63%, общее 80%. За прошлую неделю поступило 165 обращений, через портал 40 обращений. По нарушению сроков у нас 3 обращения на этапе согласования распоряжения. На этой неделе сроки выходят. Значит, у нас с 1 января 2020 года передаются полномочия с Министерства имущественных и земельных отношений по принятию решений о предоставлении в собственность земельных участков для ИП и юрлиц. В пятницу поступило соглашение с МИЗО. Это по тем обращениям, которые они не успеют отработать. Значит, мы с ними заключаем соглашение. Мы сейчас изучаем.
Но В если смысле, они не успеют обработать, а мы успеем, что ли? Нет, они не успеют. Но мы договорились с МИЗО и с МФЦ. У нас отсчет времени пойдет с этапа экспертизы. Мы экспертизу будем проводить. Ну, если они провели, мы второй раз будем проводить все равно экспертизу свою. Только с этапа экспертизы. Если, допустим, весь комплект документов придет с межведами, тогда с этапа экспертизы. У прокуратуры города Якутска очень много нареканий к работе наших земельщиков. Очень много нареканий, и по итогам года они мне будут носить, ну мы так договорились, я жду, по итогам года прокуратура города будет носить мне представление о выявленных нарушениях в течение года, значит, о принятых мерах в течение года, и, соответственно, будут призывать меня принимать меры. Поэтому вы, пожалуйста, тоже подготовьтесь, кто у вас там получал административные взыскания, кого там решением суда подвергли каким-либо административным наказаниям и так далее, да, потому что эту мы информацию не видим, потому что это все-таки личное взыскание на исполнителя, да, поэтому нам с вами надо будет в январе это представление дождаться и очень серьезно по нему разобраться. Принято. Юрий Ильич здесь? Петров? Мы с вами должны же, значит, на следующей неделе, наверное, провести очередное заседание антикоррупционной комиссии, в том числе рассмотреть по структуре. Так? У нас на рассмотрении с вами глав АПУ и АЗО, соответственно. Ну, Игнатий Пенерович, вы больше года уже проработали в качестве руководителя, видите определенные ошибки, которые есть, системные. Да? Надо посмотреть, все будет. Повестку, пожалуйста, готовьте, участников заранее повестите. Так, значит, садитесь, пожалуйста, да. И вниманию, ну, прежде всего, наверное, архитектурно-градостроительного имущественного земельного комплекса я бы хотела сказать, что мы с вами находимся сейчас, значит, в процессе рассмотрения членами рабочей группы административных регламентов, принятых на территории города Якутска, с целью, значит, посмотреть на то, как они влияют, ограничивают ли они или поддерживают они, значит, инвесторов на территории города Якутска. Под инвесторами мы подразумеваем всех субъектов малого и среднего бизнеса, может быть, крупный бизнес, которые, значит, планируют, намереваются, имеют желание вкладывать деньги в развитие города Якутска, возводить какие-то объекты инфраструктурные, социальные и так далее. 18 первых регламентов мы отправили, Татьяна Кимовна, да? Все получили, все подтвердили. Сроки мы по просьбе Координационного совета продлили до 15 января. И, соответственно, 15 января, Максим Макарович, вы должны будете все предложения собрать и совместно с рабочей группой пригласите, пожалуйста, прокуратуру на завершающем этапе, когда вы сформулируете. Первые 18 регламентов рассмотрим, но, в принципе, это не мешает как горожанам, так и субъектам малого и среднего бизнеса внести любые предложения по тем нормативно-правовым актам, которые действуют на территории городского округа города Якутск и затрагивают интересы неопределенного количества лиц. То есть мы говорим о больших постановлениях, административных регламентах, положениях, порядках и так далее. Поэтому просьба, значит, и пожелание всем, кто это объявление услышал, до 15 января внести. Значит, на сайте у нас информация есть, в принципе, можете сдавать любым доступным для вас способом, хоть в электронном виде, хоть письменно принести сюда. Так, управление дорог, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Управление дорог отработало в штатном режиме. Основные работы ведутся в системе оперативного контроля «Эталон». Это по внесению данных по итогам 2019 года. Что касается 2020 года, 3 объекта текущего ремонта были размещены на аукцион. Это по выполнению проектно-изыскательских работ. Кратко все. Так, поскольку нами принято окончательное решение, что при изменении структуры окружной администрации, которая произойдет там в конце первого квартала, в начале второго квартала 2020 года, значит, отдел транспорта будет присоединен к управлению дорог в том или ином виде, да, просьба, значит, во-первых, проанализировать ситуацию с теплыми остановками. Время начала работы, соответствие теплых остановок значит, тому ассортименту, который был определен совместно с Светланой Николаевной с вами. Далее вы должны посмотреть санитарно-гигиеническое состояние этих остановок, значит, внести мне расчеты по тревожным кнопкам, либо же по каким-то мерам реагирования, если там горожане видят значит, состояние алкогольного опьянения,
либо же с какими-то другими значит, проблемами здоровья лиц без определенного места жительства и работы. Значит, далее мне нужна все-таки окончательная информация по конечным остановкам. Значит, посмотрите еще раз предложение горожан по поводу организации новых конечных остановок. Это необходимо для планирования на 2020, 2021, 2022 годы. Далее, значит, очень много поступает предложений, замечаний, критики от горожан по маршрутным сетям. По маршруту движения здесь никакого порядка у нас нет. И сколько бы я ни повторяла, что на улице Ярославского от начала до конца ни один автобус не ходит, ситуация остается прежней. Сколько бы я ни говорила, что на улице, на проспекте Ленина, у нас перегруженный проспект Ленина, у нас с вами даже пустые автобусы по нему ездят, те же тройками там мчатся как хотят, да, то есть это тоже надо посмотреть. Хорошо. На сегодняшний день так и не решен, Максим Макарович, вопрос по, значит, автобусу номер 9 по селу Пригородное. Морозы уже как бы серьезные, люди там проживают, это очень как бы такой вопрос срочный, поэтому просьба довести его до логического конца. Так, Хорошо, спасибо. принято. Спасибо. Департамент жилищных отношений. Доброе утро. На выходные по адресу Дзержинского 36/2 осуществили снос многоквартирного дома. Данный дом он более 2 лет, вопрос не решался. Последняя семья там была переселена, и на ваше имя больше 150 граждан написали обращение по сносу данного объекта. Ну, вот, снос завершен, и по программе у нас по сносу подходим к концу в этом году уже. Потом уже по объектам доложим отдельно. На этой неделе прием квартир у нас это 92 квартиры, которые мы приобрели для детей-сирот. Осуществляем прием и будем на регистрацию ставить право собственности и в дальнейшей передаче уже жилых помещений. Обследовано на прошлой неделе 9 многоквартирных домов на предмет непригодности для проживания, признания дома аварийным. Здесь хотелось бы отметить, что у нас акты заключения выйдут в декабре месяце, и надо, понимаю, что у коллег у всех в декабре много работы, надо сделать так, чтобы распоряжение вышло в этом году, в декабре месяце. Потому что, как по старым программам у нас показало, люди приходят, заключение акты ноябрь, декабрь, а распоряжение вышло 10 января 2017 года, и у нас больше 10 домов в связи с этим просто в программу не попали. Потому что все отсекается сроком в программе переселения, это годом получается. И чтобы, мы же не знаем, как следующий этап программы переселения будет. Может, его отсекут 2020 годом, тогда у нас... Коллеги, все услышали, когда к вам поступают на согласование распорядительный документ, проект документа о признании дома аварийным, подписывать в ускоренном режиме, потому что все документы, которые по аварийным домам к нам поступят в декабре, должны быть подписаны декабрем. Да. Совершенно верно Александр Владимирович обращает наше внимание на то, что в интересах жителей этих домов мы должны их принять декабрем. Если они уйдут в январь, то они могут в следующем этапе программы опять отсечься. Да. Потому что бывают очень обидные случаи, когда людям распоряжение выдали там 10 действительно января, например, 2017 года, и все, они в эту программу уже не попали, опять ждут 5 лет. Мы не знаем с вами, когда, какие там отметки поставят в следующей программе, но тем не менее умозрительно на декабрь месяц всех надо записывать. Хорошо, тогда, значит, мне, пожалуйста, данные по выполнению вот этих вот программ по детям-сиротам, переселению из ветхого аварийного, вы тогда обновите мне и, пожалуйста, предоставите. Да, спасибо. Хотелось бы отметить, что у нас участились случаи пожаров многоквартирных домов. Если как декабрь наступил каждую неделю, а сейчас и 2 раза в неделю, то у нас на прошлой неделе Жарницкого, Якова Потапова, ну там квартиры как бы полностью выгорели, дом спасли. В Магане у нас дом не спасли, получается, и восстановлению он не подлежит. Весь дом под Новый год у нас остался без Нам надо квартир. продолжать ставить пожарные извещатели. Сколько заложено на следующий год? В этом году сколько было? А в этом году сколько было? 1 900 000 было в этом году, в следующий год 4 миллиона.
Конечно, вот новогодние праздники сейчас участились случаи, и большинство Ну, случаев... к сожалению, это ежегодно так. выезжали, Во-первых, да. понижение температуры, люди начинают пользоваться вынужденно электроприборами. Сейчас пойдут всякие неисправные гирлянды, елки и прочие вещи, поэтому, уважаемые главы территориальных органов управления, пожалуйста, вы знаете свой жилой фонд, знаете свои семьи, все-таки надо еще раз силами и активов округов, и старост, еще раз по квартирам, которые вызывают вопросы, пройти и оповещение, определенное информирование о пожарной безопасности провести. Договорились? Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, Анна Николаевна, что у вас? Доброе утро, уважаемые коллеги. По обращениям, поступившего в Управление муниципального контроля, хочу сообщить, что на отчетную неделю поступило 96, ответов было 126. Как обычно, больше всего с Департамента имущества и земельных отношений. По актам. Акты в этом году уже 3689, за отчетную неделю 72. По нарушениям самовольное занятие земельных участков выявлено 20, нецелевое использование 3, без нарушения 49. По административному регламенту самовольное занятие земельных участков не было, составлено 35 актов. 35 актов. По нарушению административного кодекса самовольное занятие и нецелевое использование было проведено проверок, в том числе и плановых 13, выявлено по самовольному 5, по нецелевому 4. И по Росреестру штрафов за отчетную неделю было по 2 материалам. Один материал пришел сразу по 2 статьям административного производства 7.1 и 8.8, сумма 20, итоговое количество штрафов 650. На прошлой неделе состоялся семинар Министерства имущественных отношений совместно с Росреестром, где приятно отметили количество административных правонарушений со стороны нашего управления, в количественном и финансовом объеме. И акцент сделан, что со следующего года проверки будут проходить на новом информационном ресурсе. И поступил в Государственную Думу законопроект, он нам тоже поступил, о контроле в целом. Принципы меняются со следующего года. Поступил в Госдуму, из результата, который мы получим, я думаю, до всех нас доведут. Но там в нем предусматривается послабление, да? И профилактика. И профилактика. Вот эти 2 основных, где идут профилактика и послабление. Но внесено еще о том, что у нас план проведения юридических лиц только плановый, внеплановый, только согласие прокуратуры. Здесь будут, как я понимаю, по крайней мере, в проектном решении есть немножко улучшения в сторону проверяющих, в нашу сторону. Поэтому будем наблюдать, как... Хорошо, подождем. Спасибо. Спасибо. Передайте вашему коллективу, что, конечно, объем работы существенно вырос. Вот мы с Евдокией Ивановной смотрим по сравнению с 2018 годом. В 3 раза у вас выросло количество проверок. Конечно, я думаю, что в конечном итоге, если вы в 2020 году не будете снижать темпов работы, это приведет к существенной нормализации ситуации с самозахватами и с нецелевым использованием земельных участков. Так, административная комиссия, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе составили протоколы Дорожного округа 2 протокола, Губинский 2, Октябрьский 3, промышленный 13, строительный 1 и административная комиссия 10. Всего составлено 31 протокол, на прошлой неделе 37, всего за год 1864, в аналогичный период прошлого года 690. Из составленных на той неделе протоколов по 3.5.13, то есть по нарушению тишины и покоя граждан, по 6.25, то есть по уборке территории 6, по 6.9, то есть по размещению временных торговых объектов 2, по 6.19, то есть по размещению объявления 1, и по 9.10, то есть по выезду на лед 9. Следующий слайд. Предписаний всего вынесено 31. Из них в отношении управляющей компании 16, исполнено 14. За год всего вынесено 2830, из них исполнено 2783 и в работе 47. У меня все.
Спасибо большое. Показатели хорошие, и радует особенно, что растет количество исполненных предписаний, потому что мы с вами здесь, все сидящие в этом зале, помним, с какой картины мы начинали по исполнению. Так, это хорошая работа и глав территориальных органов управления, и самой административной комиссии. Разрешите высказать вам благодарность, поскольку темпы вы, так же, как и управление муниципального контроля, увеличили в 3 раза. И это правильно, потому что мы должны за городским хозяйством присматривать и, собственно, нести ответственность за его целевое, качественное, правильное использование. Так? Поэтому вашему небольшому коллективу, равно как и коллективу управления муниципального контроля, а также всем, кто в округах и пригородах занимается этой работой, большое спасибо за качественное улучшение показателей. Тут не по всем управам, конечно, но цифры свои вы видите, поэтому спасибо, садитесь. Спасибо. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Значит, строительный блок отработал в штатном режиме. Громче, пожалуйста, Евгений Николаевич. Строительный блок отработал в штатном режиме. Значит, по объектам социальным 20 числа будет подписан контракт по школе Кангаласы. На прошлой неделе состоялись аукционы. Значит, по Толстого, 5-я школа, 19 числа планируется аукцион. И на этой неделе ожидаем выхода из РЦЦ по Вилюйскому тракту с учетом последних корректировок с системой отопления. По БКАДу, значит, 14 объектов из 19 занесено в эталон. И до конца года планируем полностью все занести туда. Так, вы говорили 21-го, у вас дата держится 21-е? По какому? По оставшимся 5 объектам дорожным, что они будут приняты до 21-го. Ожидаем 21-го, да, конец этой недели, начало следующей недели, думаю, все должны занести. Так, есть... технический совет что решил по тем недостаткам, которые были выявлены и общественниками, и прежде всего вами? Да, технический совет вынес следующий основной вывод, то, что до устранения замечаний по верхнему слою на улицах Чайковского, Ларионова эксплуатировать дорогу можно. Значит, она не является угрозой для осуществления дорожного движения для граждан, участвующих в нем. Поэтому мы, значит, пока примем ее, но не без оплаты, и как только позволит температура, заменим верхний слой. То есть вы их временно приняли, но оплату вы будете производить только после того, когда все выявленные нарушения будут исправлены, правильно, да? Так точно. Так, протокол технического совета мне еще раз покажете, ладно? Есть. На бумажном носителе. Так. Хорошо. Значит, на этой неделе, по-моему, значит, в Якутск прибудут представители, значит, крупнейшего девелопера в России группы компании ПИК. Просьба принять участие в этой встрече, потому что очень интересно мне с ними обсудить возможную программу реновации города Якутска. Вы помните, у нас с вами 17-й квартал в первую очередь, и все остальные по ветхому аварийному жилью. Это интересная встреча, я ожидаю от нее, может быть, каких-то новых решений. Павел Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Социальный блок достаточно подробно проинформировал, поэтому повторяться смысла нет. В целом, по городскому округу все структурные подразделения и учреждения функционируют в штатном режиме, замечаний по их работе нет. У меня все. Когда завершается конкурс по отбору кандидатуры на должность начальника отдела транспорта города Якутска? У нас прием документов до 20-21 конкурс должен состояться. На сегодняшний день сколько документов поступило? Если я не ошибаюсь, то 6 документов поступило. Хорошо. Пожалуйста, значит, прием до 20 числа. Да. Так, все, кто меня слышит и желает принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела организации транспортной деятельности на территории города Якутска, просьба сдать документы в отдел кадров. Там есть квалификационные требования, с которыми можно ознакомиться на сайте окружной администрации в разделе вакансий. Просьба к членам комиссии подойти со всей ответственностью к выбору кандидатуры, потому что нам не нужен очередной чиновник с папочкой, который будет сидеть в кабинете. Нам нужен человек, который вместе с общественниками будет реально контролировать работу общественного транспорта, взаимодействовать с бригадирами маршрутов, быть в непосредственном контакте с центральной диспетчерской службой для того, чтобы организовать максимально удобное для наших жителей движение общественного транспорта. Максим Макарович, пожалуйста. Добрый день, Сардана Владимировна, уважаемые коллеги. На прошлой неделе продолжили работу по рассмотрению планов
выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности рассмотрены такие учреждения, как кинотеатр «Лена», Якутдорстрой, АРТ, аптеки, Горснаб. Отмечено хорошее состояние аптек и Горснаба. Проводился семинар-совещание с Фондом социального страхования по организации прямых выплат. Ну, все поручения получили, напоминаю, значит, директорам учреждений, а также их службам по управлению персоналом, отделам кадров, провести разъяснительную работу с сотрудниками об обеспечении прямых выплат по пособиям по больничным и пособиям на детей. Проходило совещание председателя правительства по программе «Безопасной и качественной автомобильной дороги». Данные поручения до 23 декабря в связи с окончанием финансового года обеспечить все выплаты. Также подписаны соглашения по выделению дополнительных средств в размере 87 миллионов. Принял участие в приеме граждан от имени федерального инспектора по обращениям на имя президента Российской Федерации, по 2 обращениям на данное поручение со сроками 10 января. Задействованы отдел опеки и департамент жилищных отношений. Проводилась встреча с налоговой службой МВД и УФМС по уплате налогов с доходов, получаемых трудовыми мигрантами. Рассмотрены варианты усиления взаимодействия между МВД и налоговой инспекцией. Также была проведена антитеррористическая комиссия, где были рассмотрены итоги 2019 года, ход подготовки мероприятий к проведению новогодних праздников в местах скопления, в местах массового скопления граждан. И рассмотрен план на 2020 год. У меня все. Доброе утро. Ну, хочу сказать, что на прошлой неделе я присутствовала на презентации сайта добро.ру. Презентацию организовал Центр Торчи. Они разработали очень хороший проект добро.ру, объединяйтесь, и вот разработали этот сайт, и состоялась презентация. Ну, основная цель – это, конечно же, помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сегодня уже на сайте представлена информация 2223 НКО, и также представлена информация о 30 семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 10 семьям уже оказана помощь. Помощь оказывается юридическая, психологическая, педагогическая, ну, то есть очень разная, и материальная помощь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все наши управы, все округа, все пригороды знали об этом сайте, могли пользоваться, во-первых, и информацией с этого сайта. Ну и я думаю, что в канун, особенно Нового года, очень полезная информация для того, чтобы поделиться, скажем так, радостью, поделиться добром с теми, кто в этом нуждается. Так, ну и теперь, конечно же, о сессии. 25 декабря у нас очередная сессия Якутской городской думы. На сессии вынесено 16 вопросов, сформирована повестка. 12 декабря принят бюджет Государственным собранием ИЛТУМЭН. Мы сегодня ждем, соответственно, бюджет от финансовых органов, Сардана Владимировна, и с сегодняшнего дня начинается работа комиссий. В течение этой недели проводятся все 9 комиссий постоянных. Завершается неделя заседанием комиссии по бюджетно-экономической политике. Ну, хочется, чтобы мы эту неделю провели очень так эффективно, полезно, чтобы действительно рассмотрены были все вопросы. Вот кратко у меня все. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, вы услышали информацию Максима Макарыча о том, что правительство республики выделяет нам дополнительно 87 миллионов рублей для того, чтобы мы завершили финансирование мероприятий по планам дорожного строительства этого года. Но вы помните, данная договоренность достигнута была благодаря принципиальной позиции Арсения Сергеевича Николаева, который считает необходимым помогать городу Якутску.
Вы знаете, что часть денег была нами с этой программы снята для того, чтобы обеспечить заработную плату, в том числе работникам в дошкольных образовательных учреждениях. Некоторые там деньги у нас ушли на повышение заработной платы. И то, что мы получили сейчас из республики дополнительные средства вот именно на восполнение того, что мы сняли на заработную плату, это, конечно, огромная поддержка городу Якутску, за что нужно сказать слова признательности правительству Республики Саха-Якутия. Значит, на этой неделе состоится моя встреча с одной из крупнейших страховых компаний Российской Федерации. Мы будем обсуждать вопросы, такой новый вопрос, как страхование жилого фонда на территории городского округа города Якутск. Вы знаете, что все многоквартирные дома должны быть застрахованы. Ну, понятно, что это процедура конкурсная, и какая бы компания к нам ни приехала, у нас ответ один: принимайте участие в конкурсе, но тем не менее обсудить с ведущей страховой компанией особенности данной процедуры, новые для всех на территории Российской Федерации, конечно, безусловно, для нас будет полезно. Просьба, значит, финансово-экономический блок в данной встрече принять участие. Значит, далее, порученческий пункт, правовой департамент. Нам необходимо внести изменения, я который раз уже говорю, но сейчас уже в качестве поручения конкретного правовому департаменту. Внести изменения в положение о публичных слушаниях, ну, то есть в проектном виде, значит, в части оповещения граждан. Это наше слабое место. Жители территории, которых непосредственно касается принятия тех или иных градостроительных решений, как правило, узнают по факту. Поэтому давайте пообсуждаем, посмотрим. Я понимаю, что это сложно, оповестить каждого, ну, какие-то укрупненными мазками. Не все читают газету «Эхо столицы». Не все каждый день следят, значит, за сайтом Якутск.РФ, а не будут ли около меня строить, ну, например, заправку, да? Поэтому, конечно, какие-то более доходчивые, доступные мероприятия по информированию должны проводиться. То же самое мы с вами столкнулись вот по проведению публичных слушаний по изменению маршрутов движения маршрутных автобусов. Да? Значит, проведено оно в рабочее время, должного оповещения не было, и, соответственно, те люди, которые непосредственно этим маршрутом пользуются, также остались в неведении. Поэтому вот такие вещи наталкивают на то, что нам надо положение менять. Но вы понимаете, что положение о публичных слушаниях в свое время было утверждено Якутской городской думой, поэтому мы будем вносить на следующую сессию Якутской городской думы уже вот в качестве проектного варианта на обсуждение. Вы обратили внимание, что начинают работу постоянной комиссии Якутской городской думы. Вопрос очень серьезный. Мы будем принимать основной и самый главный финансовый документ на территории нашего города, бюджет города Якутска во втором чтении. Это уже более конкретные и более такие цифры, которые расставлены по программам. Поэтому просьба всем ГРБСам подготовиться, чтобы все цифры у вас были, значит, перед глазами, чтобы вы на каждый вопрос депутатов могли ответить и, соответственно, в режиме нормального диалога выстраивать уже предсессионную работу, чтобы к сессии все остальные вопросы, основные вопросы были сняты. Далее, сегодня в 12 часов состоится ежегодное послание главы республики Государственному собранию ЛТМН. Крайне важное событие, транслироваться будет во всех сетях, социальных сетях, а также на государственных сайтах, телеканалах, поэтому просьба найти время послушать, потому что глава республики должен будет огласить стратегические направления развития региона как на ближнесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Это касается всех и каждого, и органы местного самоуправления в первую очередь, поэтому просьба внимательно все выслушать. Большое спасибо, всем удачной недели.